Одним из самых успешных проектов по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг для российских граждан стало создание сети многофункциональных центров, предоставляющих услуги по принципу одного окна. Это признается не только властями, но и простыми гражданами, которые обращаются в центры и офисы «Мои документы». А в эти дни в Якутске собрались руководители региональных центров и представители федеральных властей, чтобы обсудить перспективы развития и возможности эффективного взаимодействия с органами власти и бизнеса. Сегодня гость нашей студии Алексей Алехин, директор МФЦ Ростовской области. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Когда МФЦ появилась в Ростовской области, и на ваш взгляд, удалось ли завоевать за это время доверие и стать таким связующим звеном между властью и населением? Наш регион в числе первых приступил к созданию МФЦ, и мы в прошлом году отметили десятилетие первых своих двух центров многофункциональных. Первый МФЦ мы создали в старинном таком нашем казачьем городе, столице казачества Донского, в Новочеркасске, и рядом в городе Шахты. Первое МФЦ, это, конечно, была большая ответственность. Мало кто тогда понимал, что должно происходить, как должно все работать. Набивали шишки, экспериментировали много. Ну, сегодня, конечно, уже по прошествии вот этих вот 11 лет, начиная с 2008 года, можно сказать о том, что население, конечно, в целом одобряет, не просто одобряет, очень нравится, да, сама система многофункциональных центров. Но, как и в любом проекте, нужно каждый год совершенствоваться, нужно что-то улучшать, потому что к хорошему мы, люди, привыкаем быстро, и все время хочется каких-то постоянных улучшений. Как только мы замрем на месте, мне кажется, что пора будет проект сворачивать. Но этого, я надеюсь, никогда не будет. Алексей Владимирович, скажите, вы говорите про улучшения. Что планируется? Может быть, есть уже планы какие-то? Ну, во-первых, конечно, это увеличение количества услуг, да, которые предоставляют многофункциональные центры. Причем это наше вот видение, наше понимание вот всех коллег, которые сегодня собрались на форуме, не просто за счет увеличения государственных и муниципальных услуг, но и дополнительных сервисов. Получение электронных подписей, вопросы, возможно, связанные со страхованием, с банковскими услугами и так далее. Многофункциональные центры мы сегодня видим, вот у нас вот такое рабочее название МФЦ 2.0, то есть вот такая некая новая видение, да, самого проекта заключается в том, чтобы МФЦ стали по-настоящему центром, куда людям не просто нужно прийти, чтобы проблемы свои решить, но для того, чтобы просто решать какие-то каждодневные свои задачи. Вот все, что называется каждый день. В прошлом, когда мы начинали работу по жизненным ситуациям, ну, жизненная ситуация, что такое, да, родился у вас ребенок, и пока молодая мамочка лежит еще в роддоме, папа начинает бегать уже с бумажками, куда бежать, чего, зачем и так далее. Вот этот момент удалось упростить. Но таких ситуаций ведь их очень много. Покупка недвижимости, там, выход на пенсию там, и так далее, и так далее. Ну и плюс каждодневные вопросы, например, те, с которыми связываются предприниматели постоянно. Где получить электронную подпись, каким образом подать налоговую декларацию, особенно для начинающих предпринимателей. Вот все эти услуги, по нашему видению, должны будут включать в себя многофункциональные центры. А что касается мелких населенных пунктов, возможно, даже отдаленных, с какими проблемами сталкиваются жители таких? У нас регион, конечно, он такой более компактный, да, ну, тем не менее, с большей плотностью населения, но тем не менее проблемы, наверное, везде одинаковые. Конечно, транспортная доступность. Людям дорого добираться до регионального центра, до центра муниципальных образований. Поэтому на выручку, конечно, приходят современные технологии, так называемый СМЭФ. Это система электронного взаимодействия, по которому органы власти между собой и МФЦ, соответственно, в этой структуре обмениваются данными, чтобы уйти от бумаг. Вот наша, в том числе, первоочередная задача сейчас полностью избавиться от бумаг, от бумажных архивов, от передачи бумажных пакетов документов. Это большая работа, в том числе связанная с изменением законодательства существующего. Что это даст? Да? Прежде всего, это даст экономию для самих граждан. Не нужно будет эти бумажки где-то хранить, куда-то за ними ехать. Процесс обмена документами должен быть полностью простым, прозрачным и для заявителя, естественно, незаметным. Ну и, конечно, с точки зрения ускорения времени, обменяться электронным документом, это секунды, ничего не нужно никуда ехать, не знаю, рыть архивы и так далее. Получается, такой электронный архив, да, база? Электронная, ну, идем по пути к электронному государству в целом. Здорово.
Здорово. Скажите, пожалуйста, можете ли вы тезисно обозначить количество услуг, предоставляемых в вашем центре? Ой, в Ростовской области их очень много. Дело в том, что у нас, как я уже говорил, помимо государственных и муниципальных, те услуги, которые предоставляет государство сегодня, еще очень много дополнительных услуг. Наша модель, в отличие вот от якутской, она децентрализованная. То есть в каждом муниципалитете создан свой многофункциональный центр, который мы, как уполномоченные МФЦ, объединяем воедино методологически, юридически и так далее. И вот каждый МФЦ в муниципалитете, имея здоровую конкуренцию в лице своих соседей, старается количество услуг увеличить, улучшить качество этой работы. То есть такое мини-соревнование. Ну, если говорить про количество, то около 300 услуг в среднем каждый многофункциональный центр производит, да, можно сказать. А познакомились ли вы с опытом Якутии? Вообще, что намерены перенять и чем поделиться? Вы знаете, дело в том, что познакомился с опытом Якутии очень давно, потому что это как раз один из тех регионов, в котором очень, ну, во-первых, очень активно развивается многофункциональный центр. До этого видели в виде, ну, сказать, показателей, да, определенных развития. Сейчас удалось воочию посмотреть. Это действительно регион-лидер, регион, в котором видно, что очень серьезное такое внимание государство уделяет многофункциональному центру. Наверное, это правильно, потому что обычный гражданин ни с губернатором, да, ни с президентом каждый день не общаются. Они общаются, видят работу чиновникам через нас, через работников МФЦ, через тех людей, которые услуги предоставляют гражданам. И вот от того, какое это лицо, улыбчивое оно или хмурое, да, доброжелательно расположено, либо наоборот, как оно относится к своей работе. Вот через вот это понимание, через это видение и видно, как государство относится к человеку. Так вот, в Якутии как раз создан такой очень, на мой взгляд, позитивный образ. Очень хорошие работники работают. Вчера удалось пообщаться. С Таисией Львовной, это мы с руководителем МФЦ давно знакомы и общаемся плотно в профессиональном смысле. Да? А здесь же увидели команду. Команда, наверное, это самое главное, потому что вот эта самая команда создает тот самый хороший, позитивный образ многофункциональных центров лица региона. Давайте как раз-таки поговорим о кадрах. Получается, доверие граждан и представителей бизнеса прежде всего зависит от компетентности кадров. Да. Как их подбираете и готовите? У нас, вы прям не убрали глаз, у нас на самом деле есть очень интересная программа. Мы позапрошлом году на федеральном конкурсе участвовали, победили с этой программой. Проект, который подразумевает комплексную подготовку, так называемая система непрерывного обучения работникам МФЦ. Когда мы берем любого работника, ну, например, с институтской скамьи, и начинаем через систему наставничества, через систему специального обучения проводить этого самого специалиста. Плюс... А долго ли проходит обучение, интересно? Первоначальная стажировка проходит порядка 3 месяцев, для того, чтобы человек мог сесть в окошко и начать уже качественно, не просто предоставить услугу, а качественно это делать. Да? Там самые разные темы, начиная от профессиональных тем, связанных с самими процессами госуслуг, и заканчивая вопросами, связанными с общением, как нужно себя вести, как ты должен выглядеть, как ты должен реагировать на те либо иные ситуации. Ведь много стрессовых ситуаций. Иногда мы не знаем, как себя вести с тем либо иным гражданином, и вот на помощь как раз приходят вот эти самые знания. Ну и плюс сама система, она ориентирована еще и на те категории работников, которые уже работают в многофункциональном центре. Это постоянная переподготовка всех категорий, от руководителя, заканчивая теми людьми, которые убирают помещение. Это очень большая работа, и люди такие универсальные. Очень интересная работа. Скажите, давайте поговорим о форуме. Какие вопросы будут обсуждаться, может быть, какие-то перспективы работы МФЦ? Форум действительно ключевой, не зря он проходит здесь в Якутии, как в одном из таких регионов-драйверов, да, создания МФЦ. Он почему ключевой? Потому что мы будем рассматривать вопросы, связанные с развитием проекта, не просто с каким-то планомерным, да, с таким, можно сказать, революционным развитием проекта. Мы его называем между собой МФЦ 2.0. Это новое видение многофункциональных центров, как центров социального притяжения населения, как центров, в которых будет сосредоточено все больше полезных сервисов, полезных услуг для граждан. Поэтому я думаю, что будет очень
положительный результат по итогам, который выльется в изменение законодательства и в изменение самих подходов к работе многофункциональных центров, уход в сторону цифровизации. Через некоторое время мы сами, наверное, сможем уже оценить первые результаты. А с какими предложениями вы лично хотите выступить на форуме? Вот я возглавлял одну из региональных групп, которые готовили этот форум. Наша задача, точнее проект, который мы представляем сейчас совместно с коллегами, в том числе, вот, например, из Волгоградской области, это проект МФЦ как единая площадка взаимодействия со всеми органами власти. Мы уже в регионе достаточно успешно реализуем один очень интересный проект, который называется МФЦ «Электронная приемная органа власти». Мы объединили между собой все органы власти, и через электронные каналы связи, через видео любой гражданин может записаться и пообщаться с лучшим, самым грамотным, самым компетентным специалистом в органе власти. Это позволяет решить вот те, может быть, единичные ситуации, которые существуют, проблемные моменты, но которые человек не смог через обычные доступные ему каналы решить. Не смог он, допустим, добиться от государства, допустим, считает он, что он должен получать большую пенсию и аргументирует это, но по какой-то причине ему отказали. И вот он через такую, допустим, систему, да, многие у нас люди добились повышения, пересмотра размера пенсии, где-то были проблемы с регистрацией участка и так далее. То есть вот эти вот проблемы как раз решаем через проект. Ну и, соответственно, в дальнейшем мы хотим этот опыт распространить на другие субъекты, на другие регионы. Вот, собственно, одно из наших таких ключевых предложений. Я думаю, вы знаете, что сейчас многие пользуются порталом госуслуг. Да. Не будет ли со временем необходимости в МФЦ за их невостребованностью? Вы знаете, мне кажется, что МФЦ как присутственное место, место, куда люди приходят, никогда не потеряет своей актуальности. Мы изучали опыт других стран, европейских стран, например, Германии. Мы смотрели опыт одного из лидеров по цифровизации, это Южная Корея. Вот те страны, которые уже много лет этим занимаются, параллельно двумя проектами, и электронными услугами, и услугами на площадках таких вот центров, практика показывает, что примерно 50 на 50 в дальнейшем становятся потребители. Половина людей предпочитает приходить все-таки в присутственные места, на месте что-то оформлять. Это же еще и возможность общения какого-то дополнительного, место, где люди узнают, делятся новостями. И вторая половина, что называется, не выходя из зоны комфорта, сидя на диване, может получить, заказать какие-то документы, справки, получить услуги. Да, такой очень быстрый центр. Да. По услугам. Спасибо вам большое за интересное интервью. Я очень надеюсь, что и ваши предложения будут услышаны, и вообще центр будет только процветать. Спасибо. Это было актуальное интервью, а сегодня мы говорили о работе многофункционального центра по всей России, в Ростовской области и в Якутии. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире.